Работаем? А, серьезно? Это уже вопрос был? Кстати, думать много очень утомительно и реально устаешь. Потому что мы не ищем легких путей. У меня такая услуга. И все бесплатно. Блиц. Это сложно. Я люблю отвечать развернуто и долго. Ну, давайте, Это окей. супер будет. Оля или Ольга Игоревна? Оля. А почему? Я люблю свое имя. Хотя меня многие называют Ольга Игоревна, причем с юного возраста, из-за своей силы, из-за того, что я идейная, из-за того, что я в 14 лет уже была вожатой в лагере. Но мне нравится Оля и Ольга Игоревна, как вам угодно. И хорошо, что вы помните мое имя, этого уже достаточно. Я еще и отчество, как вы поняли, знаю. А фамилию? А фамилия ваша слишком известна, чтобы ее называть, да? Да. В известном фильме. Автограф или отметка в Инстаграм? Что ценнее? Ну, это, наверное, у поклонников надо спросить. У истинных поклонников, для самых вот таких фанатов, все-таки, наверное, автограф, потому что это от руки и лично человеку. Но мы живем в мир социальных сетей, и, конечно, когда я отмечаю кого-то, а я делаю это часто, регулярно, и я очень щедрая, и в этом плане никогда не жалею. Чем выше уровень артиста, я считаю, тем он должен быть приземленнее и настоящим. И, кстати, до сих пор, несмотря за погоню за отметками, очень многие просят именно автографы. А если на руке, то, наверное, люди не моются годами, да? Обходят это место. Ну вот, кстати, на руке это недолгосрочная история, это в моменте, это такой, знаете, порыв, да, это тоже круто. И на паспортах просят ставить, и где только не просили ставить. Но самое вот ценное для меня, это когда приносят мою книгу или вырывают страницы из журнала или обложка. То есть это прям, знаете, очень цепляет. И последний вопрос. День рождения или Новый год? Ой, да, это самый сложный вопрос, потому что это самые мои два любимых праздника ever. Новый год обожаю. И в предвкушении этого Нового года. Знаете почему? Потому что я впервые в жизни не знаю, с кем, как и где я буду отмечать. Я всегда строю планы, у меня все расписано на следующий год вперед. То есть, чтобы вы понимали, я знаю, где я буду в феврале и летом следующего года. Я не знаю, где я буду в Новый год вообще. До сих пор не придумала и решила отпустить ситуацию, потому что... Надо отпустить Да, разок, да? решила в первой жизни попробовать другую схему, типа вообще ни о чем не думать. И вот где я окажусь, судьба, куда меня приведет, там я и буду. Но и день рождения, вы что, это самый любимый праздник. Я знаю люди, которые не любят эти дни, никогда их не понимала, хотя я зимняя девочка и тоже не ахти была с празднованием. Как я вас понимаю, февральская, Понимаете, между прочим, да. Но я всегда их праздновала, всегда собирала гостей, всегда устраиваю такие праздники. Это больше даже праздник для моих друзей, для близких, потому что я всегда придумываю такие сюрпризы. И уже я знаю, где я буду в свой день рождения. Я уже готовлю, пока я была в больнице и временно была без дела. У меня было много времени на умственные какие-то мероприятия. Кстати, думать много очень утомительно и реально устаешь. Это жесть. Прикольно, когда ты как белка в колесе, и тебе времени не остается. А когда ты круглосуточно наедине сама с собой, вот, я все придумала, продумала, опять же таки, для своих друзей. Вот, поэтому, все-таки, если выбираю, я назову день рождения. Я поняла, день рождения не за то, что вам подарки дарят, а за то, что вы имеете возможность устроить всем праздник. За то, что я имею это очень возможность интересная устроить всем позиция. праздник, да. Тогда с Новым годом, Беларусь! С Новым годом, Беларусь! С Новым годом от программы «Доброй раницы», Беларусь! Доброй раницы, Беларусь, с Новым годом, да, мои хорошие. Мы уже с вами так уже породнились. Я уже с нетерпением жду каждую свою поездку. Огромное спасибо за то, что приняли меня в свою семью. К вам с огромной любовью, уважением. Будьте здоровы, счастливы. И помните, что этим миром правит любовь. Пусть в ваших сердцах только это чувство и живет. Вот вы уже знаете одно слово, как минимум одно слово по-белорусски. Утро – это раница. Раница. Ой, как легко. Можно выучить язык, кстати. Этим мы и займемся за кадром.